Бүгін әме абдан ұлы күн, 2 күн, 6 жылға президент шайлап атабыз. Құттықтайын барлығыңыздарды. Сұрау болса жауап берейін қысқаша. Қалсаңыз, алғашқы іште емнеден баштайын деп тұрасыз? Менің өзімін программа платформам бар. Аны елге шыққанда мына айтып аттым. Андан сыртқары мен негізгі мақсатым бұл Атамбаев баштаған курсты улантыш, ошол жетишкендерди бекемдеш, астадағы абдан көп реформалар ете отырат, ошоны тездетип бүтүрүш. Сооронбай шайлоодон канчалык утуп чыгууга канчалык ишенип жатасыз? Биз эми утуп чыгабыз десек, шайлоого барбайт элек да. Biz utağız buyursa, Kuda kalasa, Kudayım koldak, belim koldak deyip şen turabız bardıştan komandabız bilen. El koldosa. El koldosa, Kudayım koldosa. Жеңүү дагы бар да, эгер экинчиси болуп калса кандай кылмаксыз? Эми ал эми мына ушул өзү айтып турат. Мына ким президент боло турганын мына билбей аткан, бизде таза, ачык айкын шайлоо болот деп, мына көп жылдан бери ушуга жеттик да, жеттик. Анан эми биринчи экинчи тур болушту ал эл чечет. Элдин колунда кешке чейин чыдап күтүп туралы. Расскажите о предвыборной борьбе, насколько она была конкурентной, насколько она была тяжелой? Да, эти выборы проходили очень в жесткой конкурентной борьбе. Вы сами видели, было очень много провокаций, тем более вымыслов и подготовленных провокаций тоже много было. Вы сами видели. И самое главное, эти выборы и агитационный период проходил в таком духе, когда были созданы все условия одинаковые всем кандидатам. И эти провокации, которые были подготовлены, об этом заявлял наш штаб. И эти нарушения, которые идут, они проверяются компетентными органами, Центральной избирательной комиссией, прокуратурой, милицией и другими органами. Сооронбай Шарипович, в свете последних событий, в случае победы, как будете выстраивать отношения с Казахстаном? Ну, Казахстан – это наш сосед, Богом данный сосед, это братская республика. И мы должны, каждое государство, уважительно относиться к суверенитету и независимости каждого государства. И мы будем так и относиться. Казахстан был біз үшін бордош, ең жақын мемлекет. Biz bir tuğan elbiz, bunda bir tuğan el, жақын el, bu dünya yüzünde bize de olsa gerek, anan buğa şeyinde memleket жақсы болып келген, anan biz iki memleketten birbirimizге abdan bunda sivurmat bilen memleket kılışımız gerek, sivurmat bilen birbirimizden egemenliği silahsız gerek. Biz dağı Қазақстандағы өзінше егеменді мемлекет. Ошондой сый-урмат менен бирге мамиле кылсак маселенин баары чечилет. Добуш бергенде саат 8-де журналисттер менен баягы жеңиш менен күтөбүз деп, жолугабыз деп ушундай сөздөрүн айтты да, буга сиз кандай дейт элеңиз? Негизи эле жыйынтыгы кандай болот деп? Эми бунун биз деле жеңебиз дегенсек, бул шайлоого барбайт элек, койбойт элек. Биз жеңебиз деген үчүн бул шайлоого бардык. Экинчиден буну Кудай билет, анан жалпы Кыргызстан эли чечет бул шайлоо кандай болот. Саат 8 күтө туралы, биз дагы жеңебиз деп турабыз. Биз дагы. И последний вопрос. Что вы сегодня голосовали? За что вы сегодня голосовали? Я сегодня голосовал за преемственность, за развитие нашей страны, за будущее нашей страны. Как оцениваете свои шансы? Какой настрой у вас сегодня? У нас настрой боевой. Я и наша команда рассчитывают только на победу. Есть ли какие-то технологии, так сказать, ваших конкурентов, которые нечестны, вы их уже сейчас видите на выборах? Можете рассказать? Да, в агитационный период у нас было много вымыслов и подготовленных провокаций. Мой штаб об этом заявлял заранее, мы были информированы. И для этого есть компетентные органы, которые работают над этим. Это Центральная избирательная комиссия, прокуратура, милиция. Они сейчас работают, и они определяют это. Первые шаги после инаугурации. Что конкретно сделаете? Первые шаги после инаугурации, это, конечно, главная цель. Это преемственность в развитии, укрепления нашей страны. За последние 6 лет под руководством нашего президента Атамбаева мы достигли очень многого. Главная моя цель – все это закрепить в мире стабильность. И впереди нас ждут
большие реформы и быстрым темпом закончить эти реформы. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо. Вам спасибо.